посмотрите, как выросли во всех сферах бывшие колонии Москвы, так называемые бывшие союзные республики СССР. Не будем даже ставить в пример страны Балтии, где уровень жизни населения этих стран всегда был выше уровня жизни среднего россиянина. Давайте возьмем в пример близкий и братский нам Казахстан. Уровень ВВП на душу населения Казахстана недавно обогнал уровень ВВП на душу населения России. Численность населения Казахстана выросла более чем в 2 раза, в то время как Россия идет спад. Экономика Казахстана бурно развивается, в страну идут иностранные инвестиции. Недавно было заявлено, что рост экономики Казахстана с 2019 года составил 16%. Промышленное производство, сельское хозяйство, строительная отрасль – все переживает бурный рост. Казахстан, как и другие тюркские страны, создав организацию тюркских государств, от слов перешли к делу. И сейчас взаимная интеграция среди тюркских стран только растет. Со странами Центральной Азии и Азербайджаном хотят дружить. С главами тюркских стран встречаются западные лидеры. Китай и Турция активно вкладываются в инвестиции. Новый назначенный посол США в Казахстан Джули Стафф предоставила документ развития двухсторонних отношений США и Казахстана, где говорится, что в Казахстан будет вложено от 340 до 700 миллиардов долларов США. Ну и теперь скажите, приобрели мы, жители Республики Башкортостан, или потеряли от этой тупой войны в Украине? Или вы до сих пор будете упираться и доказывать, что стали жить лучше?